Здравствуйте, на канале НТС Новости, в студии Елена Кобзева и Джалош Исаков, и вначале коротко о главном. Перед законом должны быть все равны. В стране задумались о том, как лишать неприкосновенности экс-президента в случае надобности. Ответ, возможно, в Конституции. Хорошие завтрашние министры – это сегодняшние депутаты. По мнению некоторых парламентариев, они и успешнее, и честнее. О кадрах в правительстве говорили на палате. 30 лет спустя на том же месте озеро Иссык-Куль готовится встречать гуманистов и интеллектуалов. Международный форум в память о Чингизе Айтматове стартует уже завтра. Объясняли, как детям, а после штрафовали. Рейд-пешеход прошел в Бишкеке. Перебегающих дорогу в неположенном месте заставили вспомнить про ПДД. Присягу сегодня принесли вновь назначенные руководители некоторых ведомств. По традиции церемония прошла в Джугурку-Кенеши на пленарном заседании в присутствии не только депутатов, но и президента страны. Клятву на Конституции сегодня давали 3 министра. Это Эмиль Осмонбетов, назначенный премьер-министром, новый председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Марат Джаманкулов, занявший пост министра юстиции, и Шамиль Асымбеков, ставший руководителем аппарата правительства. Сразу после присяги новыми членами Кабмина к присутствующим обратился глава государства Сооронбай Джейнбеков. В своей речи он подчеркнул, что к обещаниям, данным положа руку на Конституцию, стоит относиться с особой ответственностью. Это касается и депутатов, и чиновников. Ведь на каждое их действие сразу следует реакция общества, которая оказала им высокое доверие быть назначенными на определенный пост в управлении государством. Однако последнее время, отметил президент, граждане все больше недовольны проведением некоторых государственных мушей. Мы все являемся публичными людьми, действия которых оцениваются обществом и народом. Каждое наше действие проходит через сито общества и народа. В последнее время в обществе много критики в адрес должностных лиц по их поведению, по их исполнению служебно-должностных обязанностей. Каждый шаг, действия должностных лиц формирует мнение в обществе обо всех должностных лицах правительства и государства. Только после того, как мы будем соответствовать высокому званию госслужащего, будет формироваться положительное отношение в обществе. Конституционная палата рекомендовала правительству разработать процедуру лишения неприкосновенности экс-президента. Поводом изучить этот вопрос послужило обращение правозащитников. Изучив нормы основного закона, служители Фемиды пришли к выводу, что неприкосновенность бывшего президента не противоречит основному закону. Но необходимо, чтобы способ лишения его этой привилегии все-таки был. Парламентарии и другие эксперты считают, что необходимость этого назрела давно и уже давно озвучивали некоторые предложения того, как это возможно сделать. Независимо от должности, чиновники должны чувствовать ответственность за собственные действия и решения. Подробности в нашем следующем сюжете. Неприкосновенность быть должна, но должен быть и способ лишения ее в случае необходимости. Примерно так можно коротко пересказать решение Конституционной палаты о гарантиях экс-президента. С запросом о даче оценки норм, предусматривающих неприкосновенность для бывших глав государств, обратились правозащитники. Служители Фемиды признали, что вопрос этот требует проработки. Все потому, что в законе прописаны способы наказать действующего президента, такие как, например, импичмент, а вот способы привлечь к ответственности бывших отсутствуют. Этот парадокс Конституционная палата рекомендовала исправить правительству. Но процедуры лишения неприкосновенности должны быть усложнены. Я думаю, что это будет аналогичный механизм с импичментом. То есть в парламенте будет создана группа, они выдвижут какие-то обвинения, это будет передано Генеральной прокуратуре. Генеральная прокуратура даст свое заключение. Потом большинство не менее чем 3/4 или 4/5. То есть, в общем, процедура должна быть довольно усложненная, чтобы не было каких-то политических, вот, например, мотивов, да? Поэтому, чтобы политических спекуляций каких-то. Поэтому процедура должна быть усложненная, она должна быть аналогична процедуре импичмента. В парламенте вопрос лишения неприкосновенности экс-президента уже давно активно обсуждается. Есть даже законопроект на этот счет. В Джугурку-Кенеши у этой идеи все больше сторонников. Народные избранники говорят, Конституция дает всем равные права, а значит и к бывшим президентам отношение должно быть идентичным. У нас по Конституции все граждане перед законом равны, во-первых. Во-вторых, каждый, несмотря на занимаемую должность, должен осознавать, что рано или поздно
при каких-то определенных деяниях он будет нести ответственность перед законом. Тем более это касается человека, который наделен большими властными полномочиями. Нас в протяжении нашей небольшой истории суверенного Кыргызстана мы уже видели, что ни один президент и его окружение грубо нарушали законы нашей страны. Это было прежде всего чревато для них, для их семей, для их ближайшего окружения. Поэтому я думаю, что именно такие вот законы придадут степень ответственности. Ишимбай Кадырбеков – автор той самой поправки в основной закон, которую сегодня так активно обсуждают в парламенте и в Конституционной палате. По его словам, пункт этот давно устарел, и его нужно просто исключить из основного закона. Инструменты для этого есть, и не нужно изобретать новых процедур, которые позволили бы привлечь к ответственности бывших президентов. В свое время было написано закон о гарантиях президента. И это было написано в свое время мною и Текебаевым с одной целью, чтобы Акаев не выходил на третий срок. Какая-то была у Текебаева договоренность вроде бы. Вот. И там мы прописали о том, что президент после того, как он уходит в отставку, за действие и бездействие во время выполнения своих функций не будет привлечен к уголовной и административной ответственности. Это 12-я статья этого закона. Это единственное препятствие, которое может, как говорится, остановить. Стоит сейчас Джоуар Кукенеш именно исключить эту 12-ю статью или как-то там описать о том, что при совершении тяжких преступлений может быть привлечен, то есть ввести изменения, привлечен к ответственности, и все станет на свои места. Какой способ выберут члены правительства и депутаты, пока неизвестно. Одно ясно точно, что вопрос лишения неприкосновенности бывших президентов в самом ближайшем времени будет решен. И, скорее всего, не в пользу экс-глав государств. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Президенту Сооронбаю Жээнбекову предложили возглавить Ассамблею народов Кыргызстана, а премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева попросили лично проинспектировать подготовку к отопительному сезону. Все эти предложения были озвучены сегодня во время пленарного заседания. Вопросы, поднятые ими, коснулись и благоустройства столицы, и инфраструктуры Баткена. От заработной платы учителей народные избранники перешли к положению медицинских работников. Но больше всего внимания нардепы уделили вопросам кадровым. Как раз здесь прозвучали довольно неоднозначные идеи. К примеру, при рассмотрении кандидатов на должность министра стоит искать кандидатуры среди депутатов. Мол, последние не знают, что такое взятка, и готовы трудиться во благо общества. Начиная с кадровых вопросов и вплоть до структуры правительства предложили заняться сегодня парламентарии Кабинету министров. Так в который раз прозвучало предложение распустить в стране акимов и губернаторов, которые, со слов нардепов, не занимаются развитием регионов, а лишь устраивают для чиновников пышные приемы и проводы. Министрами же назначать депутатов. Страна от этого только выиграет. По мнению Тынчтыха Шайназарова, его коллеги по депутатскому корпусу работать умеют и взятки не берут. В Джугурку-Кенеше 120 депутатов. Среди депутатов 6 фракций есть достойные, сильные кадры. Почему их не назначают на высокие посты, к примеру, в министерство, руководство города? Среди нас есть сильные экономисты, которые своим честным трудом строили заводы, фабрики, платят налоги в бюджет, создают рабочие места. Среди нас есть достойные люди, которые воровать не будут, даже и не знают, что такое коррупция, взятка. В качестве изменений в структуре Кабмина нардепы предложили преобразовать Департамент водного хозяйства и мелиорации и Госслужбу миграции в отдельные министерства. В первом случае, отметил парламентарий Зиядин Джамалдинов, Министерство по водному хозяйству контролировало бы вопрос продажи воды соседям. А права мигрантов, которые в год перечисляют более $2 миллиардов, эффективнее было бы защищать уже на более высоком уровне. А вот по поводу уже проводимых реформ Министерством здравоохранения у парламентариев возникло немало вопросов. Непонятны реформы, связанные с поликлиниками, ЦСМ. Не было никакого общественного обсуждения, ничего общественности не объяснили, а просто приглашают главврачей и делается акцент на какие-то незаконные действия. Министр здравоохранения Космос Сариевич не должен находиться в космосе, а должен проводить разъяснительные работы. Почему такие реформы проводятся? Для чего они вообще нужны? Я не исключаю, что министерство не уделяет должного внимания подготовке кадров.
качества медицинских экспертиз. И там есть ряд проблем. Но вывод врачей-экспертов в данную службу будет идти вопреки реформам здравоохранения. И я не вижу системного подхода в этом. Создадутся такие условия, что никто не будет в ответе за качественную квалификацию судебных медицинских экспертов, так как штат будет в новой службе, а обучать будет Минздрав. В таких условиях ни Минздрав, у которого забрали штат, ни руководители новой судебной экспертной службы, где будут числиться врачи, не будут вкладывать в экспертов. А медицинские стандарты уйдут вообще в сторону. Этого допустить нельзя. И правительство не должно разделять врачей от врачебной деятельности. Каждый судебный медицинский эксперт прежде всего врач. Скоро некому будет лечить людей. Заработная плата медиков настолько маленькая, что многие уезжают за границу. Территориальные больницы закрываются. Например, в Аксы, в районной больнице, не хватает 21 сотрудника. Врачей просто нет. А все мы слышим, что не день там на чужбине с нашими происходят несчастные случаи. Чтобы заработать на жилье, чтобы прокормить свои семьи, каждый день они рискуют. А среди них хорошие специалисты, медики со стажем. За медиками, как и следовало ожидать, были озвучены и проблемы учителей. На самом деле в сфере образования их не меньше. Это и низкая заработная плата, плохое состояние учебных заведений и условия для учебы, которые чаще отсутствуют, что в школах, что в вузах. При этом бюджет многих университетов позволяет содержать и развивать целый город, отметили парламентарии, и сравнили с бюджетом города Токмак. А значит, подчеркнули парламентарии, пора бы уже проверить, как вузы расходуют средства, да и в целом серьезно браться за статус учителя. Я призываю правительство исполнять закон о статусе учителя и лично премьер-министра Мухаммедкалыя Душикевича, чтобы изыскать деньги на повышение пенсии учителям и врачам тоже. Среди всего прочего, депутаты не забыли сегодня поднять вопрос подготовки к отопительному сезону. Все чиновники-специалисты рапортуют о 100% готовности, заметила Гульшат Асылбаева. Но выдержит ли ТЭЦ эту зиму, когда главный кочегар страны гарантии не дает? А строительство химцеха на ТЭЦ производится без технико-экономического обоснования. Основная модернизация ТЭЦ и дополнительное строительство химцеха производилось и производится без ТО. Как будто строили и строят, я извиняюсь, коровник-кошарным методом. Это чревато тем, что возможно технические и технологические несоответствия работы новой системы химцеха, а также функционирование старой и новой модернизированной частей ТЭЦ. Кто даст гарантии неповторения аварий на стратегическом объекте, если даже главный кочегар города это трудно гарантирует? И непонятно все-таки, готова ли ТЭЦ к отопительному сезону. И еще одна тема, которую вот уже который раз подряд поднимают депутаты – это судьба Кызылкийского завода. Ведь от того, как будет решен вопрос с предприятием, зависит существование всей Баткенской области, заметили нардепы. Без налогов, отчисляемых цементным заводом, и рабочих мест, которыми он обеспечивал население, Баткену, а там и так проблем хватает, станет еще сложнее. Эльнура Бекпасарова, Алтынбек Канымбекулу, НТС. Все те же благородные цели, все те же мировые масштабы, только, к сожалению, без главного инициатора, но в память о нем. Уже с завтрашнего дня в Кыргызстане стартует международный Иссык-Кульский форум под названием «Чингиз Айтматов и вызовы современности». Более сотни представителей ученой интеллигенции из 25 стран мира прибывают в нашу республику. Их задача – 30 лет спустя снова взглянуть на ситуацию в мире и предложить пути решения проблем современности. В далеком 1986 году приглашение великого писателя и дипломата Чингиза Айтматова приняли 18 выдающихся личностей, среди которых лауреаты Нобелевской премии, знаменитые кинорежиссеры, писатели, драматурги, музыканты и ученые. Несколько дней они обсуждали проблемы, с которыми человечество могло столкнуться в 21 веке, обменивались мнениями о том, как сделать век, наступивший 18 лет назад, без войн и агрессии. О том, как в этом году будет проходить форум интеллектуалов, узнавала Сабина Дамаскина. Первый международный Иссык-Кульский форум состоялся больше 30 лет назад. В октябре 1986 года классик отечественной литературы Чингиз Айтматов собрал на берегу кыргызской жемчужины видных деятелей культуры и искусства из различных уголков мира. Таких разных людей, говорящих на разных языках и проживающих на разных континентах, объединила одна цель – сделать этот мир лучше. Такие киты интеллектуального мира, они на берегу Иссык-Куля в общей сложности поговорили 60 часов. И они обсуждали проблемы мира, сохранения мира, особенно против ядерной войны, потому что именно в те годы
международная обстановка была до крайности обострена. Следующие подобные форумы проходили в Швейцарии, затем в Испании и Мексике. Спустя 10 лет собрание великих умов вернулось на родину Айтматова. Вот только это уже была не Киргизская ССР, как прежде, а независимый Кыргызстан. Как и на первом форуме, тогда поднимались вопросы общечеловеческих ценностей. Ученые, политики и деятели культуры высказывали свое видение того, как можно было бы искоренить пороки современного общества. Рассуждали о том, какие меры стоит предпринять для того, чтобы еще не наступивший тогда 21 век стал веком развития технологий, науки и обязательно мирным, без войн и межнациональных конфликтов. Принимались меморандумы и заключались соглашения. Волей десятков значимых личностей разных стран в мире происходили кардинальные изменения. Это было решение вопросов через общение, через диалог. Вот это было очень важным, и это подхватили политики, в частности, сам Горбачев. Кстати, после проведения форума на Иссык-Куле собрал, пригласил к себе этих участников Иссык-Кульского форума, и он тогда поддержал, что это очень важно. И это был очень большой вклад Айтматова, лично его, как писателя, как общественного деятеля, в мировую политику. Когда, если не в год 90-летия Чингиза Турикуловича, продолжить его наследие? И вот, после долгого перерыва, Международный Иссык-Кульский форум в очередной раз собирается на побережье Прекрасного озера. Уже через несколько дней Кыргызстан вновь посетят интеллектуалы со всего мира. Представители Содружества независимых государств Испании, Америки, Германии и еще десятка стран соберутся в первую очередь, чтобы отдать дань памяти известному на весь мир Чингизу Айтматову. Мы очень надеемся, что все участники форума скажут что-то креативное, что-то такое серьезное, и, которое они могут быть исполнены или реализуемы. И для этого мы прилагаем все усилия. На форуме участвуют не только литераторы, не только филологи, которые изучают его творчество, участвуют известные политики, футурологи, кинодеятели и художники. Для нас это очень важно, потому что у каждого есть что сказать. Программа форума разделена на 3 сессии. Девизом для каждой из них послужили цитаты из произведений и известные высказывания Чингиза Айтматова. Футурологи, кинокритики, художники, ученые и исследователи различных сфер обсудят вопросы гуманизма, проблемы современной экологии, а также сохранения национальной и культурной идентичности народов. Сабина Дамаскина, Бакыт Кашалиев, НТС. Почти 13 килограммов наркотического вещества изъяли у иностранного гражданина сотрудники ГКНБ. По их данным, вещество в пакетах – афганский чарс. Гражданин вез партию через территорию Кыргызстана и соседей республики в другие страны СНГ. Отмечается, что задержанным был налажен канал поставки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ВВС СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Человек тихий, пожилой, но по его выходке и не скажешь. Случай с маршрутником междугороднего рейса из Карабалты в Бишкек вновь обеспокоил общественность. Очевидцы, они же пассажиры той самой маршрутки, рассказали, как водитель напал на женщину на глазах ее дочерей. В качестве доказательства выложили в сеть видео с мобильного телефона, на котором и запечатлен конфликт. Микроавтобус следовал по маршруту номер 302. В салоне очень громко играла музыка. На просьбы сделать потише водитель стал вести себя агрессивно. После словесной перепалки он даже остановился и набросился на женщину, которая ехала с 2 детьми. Найти водителя удалось не сразу, но когда мужчина все-таки был доставлен в милицию, за содеянное он извинился. Будет ли к нему применено какое-то наказание, пока не ясно. Но случай вновь дал повод поднять проблему беспорядка в области пассажирских перевозок. Такого инцидента с участием водителей маршрутных такси, кажется, еще не бывало. На замечание пассажирки с детьми сделать потише музыку водитель полез в драку. Справедливости ради следует отметить, в использовании бранных слов женщина от мужчины старалась не отставать. Сообщалось также, что позже водитель женщину все-таки избил, уже на улице, но видео подтверждения этого нет. Спустя 2 дня он был задержан автоинспекторами Московского района. Примерно в 11:30 в районе села Александровка я включил в машине радио. Сзади кто
кто-то из клиентов начал кричать, чтобы поставили нормальное радио, а другой требовал переключить канал. Эта пассажирка требовала ехать быстрее, затем включить другую радиоволну, а потом решила выйти. Начался спор о сумме, которую я должен был вернуть, так как женщина выходила не в Бишкеке, а в Александровке. Я разозлился, и произошел конфликт. Больше такого не повторится. Простите меня. Как выяснилось, водитель был задержан автоинспекторами по факту ДТП, произошедшему в районе села Беловодское. Видеообращение было записано на допросе по факту аварии. По месту работы не могут объяснить, что могло случиться со спокойным и дисциплинированным, по их словам, 58-летним водителем, который проработал в фирме около 2 лет и не получил за это время ни одного нарекания. Обязательно будет меры приниматься, то есть административные и до увольнения. Так? Возможно, даже транспортная инспекция могут и лицензию лишить совсем, чтобы он не смог работать на маршруте. Так? А вот сегодня, в данный момент, его нету, так? Поэтому мы ничего не можем сказать, потому что как это случилось? Потому что водители довели, наверное. Может, поэтому. Потому что он очень спокойный был. Как сообщает ГУВД Чуйской области, заявление от потерпевшей не поступало. Но факт хулиганства по опубликованному видео зарегистрировали в РОВД Джейского района. По словам представителя транспортной инспекции, один из важных моментов, на что обращает внимание водителей перед выдачей лицензии, это культура общения с пассажирами. Но лишить сроком даже на 1 год уже выданной лицензии по закону не так-то просто. С начала года мы по этому поводу видим, да, сейчас на улице что творится с водителем, с пассажирами. Проезжий часть на красный свет. Много случаев проходит со стороны маршрутников. Сейчас в этом году, с начала года, мы уволили 5 водителей грубых нарушений инцидентом пассажирами. Потому что клиент всегда прав. Пассажирам надо обращаться культурно. Никогда не грубит. Лишать лицензии есть процедуру. Первый раз сразу мы лишать не можем, потому что предупреждаем, потом строгое предупреждение, потом 3-й раз мы лишаем лицензии. В этом году, по словам инспектора, не было ни одного случая, чтобы водитель маршрутки был лишен лицензии. Между тем, как сообщает в столичном ГУБДД, если за 2017 год с участием маршруток произошло 2 смертельных ДТП, за 9 месяцев этого года в авариях с их участием погибло уже 6 человек. Болт Исаев, Асхат Ибраимов, НТС. Пешеход – такой же участник дорожного движения, как и водитель. Вот только большинство почему-то об этом забывает или, может, не знает. Однако незнание законов и правил, как говорится, не освобождает от ответственности. Так что всем горожанам, поленившимся дойти до зебры и решившим срезать путь, придется заплатить штраф в 500 сомов. Специальный рейд, направленный на выявление нарушающих ПДД пешеходов, стартовал в столице. Милиционеры совместно с инспекторами теперь следят за движением не только тех, кто на колесах, но и на своих двоих. Последние не реже автовладельцев становятся причиной ДТП, провоцируют аварийную ситуацию, а после получают травмы, иной раз несовместимые с жизнью. Согласно статистике, только в этом году произошло 869 ДТП с участием пешеходов. За этот период милиционеры планируют привлечь внимание горожан к поведению на проезжей части. На посту милиционеры с 7 утра, но останавливают правоохранители не машины, которые нарушают правила дорожного движения, а пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. В городе идет рейд под кодовым названием «Пешеход». Простите меня, честно. А если бы машина сбила вас? Нет, я посмотрела, там горит. Видите, машин много. Я вижу, но я посмотрела. Люди на работу. На игнорирующих разметку и знаки составляют протокол. Затем данные заносят в базу. Злостных нарушителей штрафуют. С теми, кто проштрафился впервые, проводят воспитательную беседу. Решил быстренько проскочить сквозь автомобильный поток на другую сторону дороги в неположенном месте, будь готов раскошелиться на 500 сомов. Байке вы делаете неправильно. Нельзя переходить дорогу в неположенном месте. С вами ребенок. Вы рискуете и его жизнью. Мы составим протокол. Дайте ваши документы. Извините, у меня нет с собой документов. Мы составим административный протокол. Вы сможете оплатить штраф через банк или терминал. Штраф 500 сомов. Нарушают все от мала до велика. Говорят, перебегая дорогу не по зебре, экономят драгоценное время. Милиционеры пытаются донести, что таким поведением горожане не только создают аварийную ситуацию на дороге, но и рискуют собственными жизнями. Нарушаем, но это по спешке. Иногда человек как бы не соображает, что делать, спеша.
Мало того, что правила перехода через дорогу нарушает чуть ли не каждый бишкекчанин, так у многих нарушителей напрочь отсутствует уважение к людям в погонах, которые находятся еще и при исполнении. Это рейд официально идет. Создают помехи на дорогах и высаживающиеся в неположенных местах пассажиры. По закону в таких случаях штрафные санкции применять нужно не только к водителям микроавтобусов, но и к тем, кто выходит не на остановке. Зачастую именно пассажиры либо просят остановить там, где им удобно, либо и вовсе выскакивают из транспорта. Так что водитель и опомниться не успевает. Согласно статье «Неправильная высадка и посадка пассажиров», водитель должен заплатить 1000 сомов штрафа, а пассажир – 500 сомов. Здравствуйте, гражданин. Салам алейкум. Старший инспектор ДПС Жумагулов. Siz ертеден жолдың ортасынан түсіп тұрып банан остановкадан шығып кетіп бара жатасыз, тұрамыз кыласыз. Он посмотрел, сказал, выходите. Мы вышли. Вина водителя, да? Люди так, все так делают. Не я же один, чем бы? А вы сейчас меня поймали, я вам тоже говорю. Байке, я не против, чтобы маршрутники высаживались на остановке и брали на остановке. Я согласен, я виноват. Сейчас я больше так не буду делать. Дети видят, как взрослые переходят через улицу, через дорогу. Вот и берут примеры. В прошлом году у нас составлено 246 административных протоколов. В этом году 509 административных протоколов составлено на пешеходов, где общая сумма составляет 254 тысячи сомов на тех пешеходов, которые составлены административные протокола по статье 247, часть 1. Рейд «Пешеход» будет идти месяц. За это время в Управлении обеспечения дорожной безопасности надеются повысить культуру пешеходов, а также сократить количество несчастных случаев, происходящих с ними на дорогах. Екатерина Ступкина, Владимир Кубалдиев, НТС. Все профессии важны, но не все из них нужны. Очередное мероприятие, посвященное проблемам рынка труда, прошло сегодня в столице. По данным участников круглого стола, анализ нынешней рабочей силы позволяет назвать ряд специальностей, по которым одних кадров перебор, а вот других недостаток. К такому дисбалансу среди соискателей вакансий и одновременно специалистов, в которых остро нуждается бизнес, привела существующая политика в сфере образования. Международные и отечественные эксперты приходят к выводу, что в стране нужно качественно заняться вопросом увеличения технических специальностей. А для этого нужно донести до поступающих, на какие умения сегодня спрос и какие профессии хорошо оплачиваются. Фермерские и крестьянские хозяйства, набирающие все большие обороты, нуждаются в инженерах и ветеринарах, но популярностью эти направления не пользуются. Не готовят этому и в профтехучилищах, а ведь там сроки обучения куда короче, а система подготовки конкретнее. Машинист тепловоза, фрезеровщик, кузнец. Такие простые профессии и такие нужные на многих отечественных предприятиях, как государственных, так и частных. К сожалению, специалистов, обученных таким профессиям, из профтехучилищ не выпускают, отмечают в торгово-промышленной палате. Хотя предприятия уже долгое время отмечают нехватку именно рабочих рук. И оплата за этот вид труда давно стала достойной. Поэтому взращивать сотрудников приходится самим. Например, если вы взять легпром, текстильщиков, самопошивщиков, да? Вот фабрики у нас очень большой бум идет в течение 10 лет. Они просто говорят, придите, соизвольте иметь желание прийти работать. Остальное мы вам все предоставим. Есть такие предприятия, которые просто желание есть у молодых ребят. Нету такой определенной профессии, и у себя на производстве самоучками, самообразованием и доводят ученика к соответствующему разряду. Как проанализировать и спрогнозировать спрос и предложения на рынке труда обсуждали сегодня на семинаре. Мероприятие первое в своем роде в нашей стране, где с рядовыми сотрудниками министерств, ведомств и колледжей своим опытом делятся эксперты Международной организации труда. У нас сейчас планирование приема учащихся в учебные заведения, оно проводится по традиционному подходу. Да? То есть если я как ученик иду в учебное заведение, я просто зачисляюсь на этот курс, да,
и продолжаю свое обучение. Но планирование приема учащихся должно осуществляться на имеющихся требованиях, на имеющихся потребностях на местном рынке труда. То есть если процветает строительная отрасль, если процветает сельское хозяйство, то нужно определить, какие новые квалификации, какие новые профессии появляются в этих отраслях экономики, и уже адаптировать учебные программы в учебных заведениях именно под потребности местных рынков труда. Как добавляют специалисты, ни в одной центральноазиатской стране нет аккредитованных государственных программ для училищ. Даже сами учебные заведения не признаны на государственном уровне. Отличается своим подходом к этой сфере Россия. Там есть агентство профквалификации, а также организации, рассчитывающие, сколько рабочих для какой отрасли необходимо выпустить за год. Помимо выпускников профессионального образования, еще существуют безработные, высококвалифицированные, ищущие работу, горячие места, где платят больше. Существуют квалифицированные мигранты, которые ни одна статистическая система не в состоянии учесть. И этот оборот кадров для Киргизстана, Таджикистана является особо важным. Мигранты возвращаются, высококвалифицированные, они тоже ищут рабочие места. И поэтому, если мы выпускаем кадры из профессионально-технического образования без учета баланса того, который существует сегодня, мы называем его текущий баланс, и того, что мы должны ожидать на будущий год, мы просто увеличиваем избыток кадров по отдельным профессиям. В Кыргызстане методология анализа спроса на рабочую силу была принята еще в 2012 году, и она уже устарела. Поэтому Международная организация труда по итогам этого учебного семинара планирует предложить подходы, которыми могли бы легко пользоваться все участники, как учебные заведения, так и работодатели. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС. С тяжелой болезнью за сотни километров. Теперь больным Джалалабадской области с почечной недостаточностью не придется преодолевать такие расстояния ради жизненно важной процедуры гемодиализа. В одном из микрорайонов города Джалалабад открылся новый медцентр с необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом. В сутки получать процедуру гемодиализа в нем могут до сотни человек. Это значительно упростит жизнь джалалабадцам, имеющим проблему с почками, которых в области насчитывается уже почти 1000 человек. За пользование фактически работу органов платить диализным пациентам приходится лишь 550 сомов. Остальную часть за них оплачивает государство. Подробнее о работе медцентра в следующем сюжете. Получить жизненно важную процедуру гемодиализа нуждающиеся города Джалалабад теперь смогут в родном городе. Ведь ранее до этого его жителям, имеющим хронические почечные заболевания, приходилось ездить в Ош или же в Бишкек. К тратам на лечение добавлялись немалые расходы на дорогу и проживание в другом городе. Не говоря уже о том, что сама поездка таким больным дается очень нелегко. Частный центр, в который могут обратиться страдающие почечной недостаточностью, открылся в микрорайоне Кугарт. В сутки этот медцентр может принять до 100 пациентов. На сегодняшний день в Джалалабадской области около 1000 человек с такими проблемами здоровья нуждаются в регулярном диализе. Самые дорогие анализы у нас бесплатные, особенно анализы, которые делаются на сердце. Еще один анализ, который называется парагормон. Он стоит очень дорого, и поэтому многим не под силу. У нас его делают со скидкой. А тем пациентам, у кого уязвимое социальное положение, этот анализ мы делаем бесплатно. Помимо этого, к нам каждые 3 месяца приезжают врачи из Турции и делают обход больных. За последние 4 года число страдающих почечной недостаточностью в этой области выросло в 4 раза. Причины медики связывают с миграцией. Исследования, которые изучают проблемы мигрантов в ближнем зарубежье, говорят о том, что наши соотечественники в России и Казахстане зачастую работают в тяжелых условиях, в том числе и климатических. Заболевают и не обращаются к специалистам вовремя. А когда возвращаются на родину, оказывается, что болезнь уже перешла в
критическую стадию. Год, как у меня болят почки. Самостоятельно со своей функцией не справляются. Живу только благодаря диализу. Раньше ездил в город Ош. Это далеко, переезд давался тяжело. Да и по финансам это очень накладно. Ведь и сама процедура гемодиализа стоит денег. Ездить приходилось каждую неделю. Все эти огромные траты на себя брали мои дети. Здесь мне нравится. В палатах телевизор, кормят 3 раза. Готовят вкусно, дают только все полезное. Раньше я получала диализ в Аше, тоже в частном центре. Видимо, там применяют какие-то другие препараты. После процедуры меня часто рвало, а после этого сердце болело. Здесь со мной такого не происходит, не тошнит, состояние нормальное. Получать диализ начала год назад. Очень дорогое лечение. Здесь и врачи, и медсестры вежливые, всегда подойдут, спросят, как пациенты себя чувствуют. Питание вкусное. На сегодня в центре работает опытный врач-нефролог из Турции, а также из Бишкекского центра диализа был привлечен врач-кардиолог со стажем, который отныне будет постоянно работать в этом Джалалабадском центре. Лаборатория оснащена современными аппаратами. Анализы готовятся своевременно и качественно. Я раньше работала в отделении гемодиализа Джалалабадской областной больницы. Разница, конечно, огромная. По сравнению с государственным, в этом медцентре и аппараты новые, лекарства более эффективные. Самое главное, все бесплатно для пациентов. Жизненно важные препараты, которые поднимают уровень железа в крови, тоже выдаются пациентам бесплатно. Я вижу, как им становится значительно лучше после прохождения процедуры. Самые дорогие анализы у нас бесплатные, особенно анализы, которые делаются на сердце. Еще один анализ, который называется парад-гормон, он стоит очень дорого, и поэтому многим не под силу. У нас его делают со скидкой, а тем пациентам, у кого уязвимое социальное положение, этот анализ мы делаем бесплатно. Помимо этого, к нам каждые 3 месяца приезжают врачи из Турции и делают обход больных. На сегодня в центре работает более 10 врачей, всего 30 единиц медперсонала. Центр рассчитан на 15 мест. В данный момент ежедневно гемодиализ получают порядка 50 пациентов. Гульджан Алпышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Джалалабад. Это была последняя информация в выпуске. Журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и благодарим вас за внимание. До свидания.